Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые организаторы, спортсмены, тренеры, судьи, всех поклонников боевых искусств приветствует одна из крупнейших спортивных промоутерских компаний России, лига AC Young Eagles. И мы выяснили, что это лучшая селекционная лига нашей страны. Здесь берут свое начало, проходят первые свои огневые рубежи молодые орлы лиги ACA. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня, по словам президента лиги Руслана Хамзаева, мы подводим итоги уходящего 2020 года. Это ACA Young Eagles под номером 15, это Чеченская республика, это Толстой юрт. И мы вас приветствуем, дорогие друзья, желаем вам хорошего настроения, доброго здоровья. И самое интересное и захватывающее начинается прямо сейчас и здесь. Сегодня действительно большой турнир, грандиозный праздник спорта, международный турнир по правилам профессионального ММА, который состоит из 25 ярких, бескомпромиссных поединков. Но те, кто нам присоединился прямо сейчас, я хочу вам сказать, что вы попали на самые главные поединки, но пропустили очень и очень много, поскольку первая часть нашего турнира была очень яркой, невероятно захватывающей и зрелищной. Мы благодарим тех, кто продолжает нас смотреть на YouTube-канале Лиги AC. И, конечно же, мы отдельно горячо приветствуем многомиллионную аудиторию телеканала «Девятая волна». Добро пожаловать, ассаламу алейкум. Мы начинаем. ACA Young Eagles под номером 15 уже стартовал. Нам не хватает вашей горячей поддержки, уважаемые телезрители. Наши зрители на трибунах, к сожалению, по-прежнему очень и очень мало. Но мы очень надеемся, что в новом году, который наступит уже очень и очень скоро, все наладится. И мы будем жить по-прежнему, а может быть еще и лучше. Будет больше турниров, будет ярких, зрелищных, бескомпромиссных поединков. Но сейчас самое главное, всех с наступающим Новым годом, здоровья и новых спортивных побед в 2021 году. Итак, рассаживайтесь поудобнее. Мы начинаем здесь и сейчас. Говорит и показывает Толстой юрт. Представляем вашему вниманию трехраундовое противостояние в легком весе. И в синий угол приглашается боец из республики Кыргызстан. Встречайте, Мыктыбек Оролбай. Ну что ж, дорогие друзья, поприветствуем вас снова и мы. Традиционно с вами здесь, в этом замечательном месте, Толстой юрт, что в Чеченской республике. Я ваш комментатор Маршал Савчук и замечательный корреспондент, аналитик, эксперт чеченского и всея российского ума Адам Ахмадов. Мир вашим домам, дорогие друзья, мир и твоему, и вашему дому, Маршал. Приветствую. И нашему, всем домам. И мы начинаем трансляцию на канале «Девятая волна». У нас еще один очень интересный поединок. И, собственно, да, международный поединок. Мыктыбек Оролбай, представитель Киргизии, профессионально выступает с 2018 года. Дебютный бой провел на турнире ВЭФ-60, выиграв Гульдияра Табаева удушающим приемом сзади. После этого провел еще 3 боя в киргизских промоушенах, а также выиграл все эти бои удушающим в первом раунде. В своем крайнем поединке на турнире Road Fighting Championship 6 победил Шамиля Муталипова техническим нокаутом в первом раунде. Итого у него сегодня за плечами, к его, в общем-то, уже полным 22 годам, 5 побед при отсутствии поражений. Притом все бои были выиграны досрочно в первом раунде. Ну и, собственно, благодаря такому успешному рекорду он получил право выступить здесь, в главной селекционной лиге, фарм-клубе, возможно, главной вообще лиге мира, по крайней мере, в нашей части света, ACA, младшей лиги ACA Young Eagles. Не уложился вес, показал на весах 72,8 килограмма, поэтому, видимо, начнет с желтой карточки. 178 сантиметров рост, представляет Киргизию. Вот так, к вашему вниманию, дорогие друзья.
Спортсмен в красном углу представляет Российскую Федерацию Республику Дагестан. Приветствуйте, Халид Сатуев! Итак, Халид Сатуев с идентичным, прекрасным рекордом. 5 побед, ни одного поражения. Идентичным своему сопернику Мактебеку Аралбаю. Халид Сатуев очень здорово развит. У Халида очень здорово развита борцовская техника и грэпплинг. Большинство своих побед он одержал именно приемами, при этом есть у него копилки и победы нокаутом. Крайний свой поединок он провел в марте прошлого года и завершил в нем Кадырбаи Раскилды Улу, то есть соотечественника своего сегодняшнего соперника. И, возможно, Мактебек Аралбай постарается сегодня взять реванш у Сатуева. Ну и мы будем наблюдать за тем, как себя проявят эти бойцы. Кто-то из них сегодня, у кого-то из них сегодня рекорд будет выглядеть не так внушающе, а у кого-то он станет еще краше, еще безупречнее. Мы напоминаем, что это уже 14-й бой сегодняшнего вечера. 12 остались, 13 уже позади. И вот Итак, господа, это трехраундовый продолжаем поединок в наш бойцовский легкой марафон. категории. Представляем оппонентов. Первый по традиции спортсмен в синем углу. Ему 22 года. Официальный вес 72,8 килограмма, рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд в 5 боях. 5 побед. Базовый стиль ММА. Он представляет Республику Кыргызстан. В синем углу Мактебек Аралбай. И его соперник в красном углу. Ему 26 лет, вес 70,5 килограмма, рост 180 сантиметров, профессиональный рекорд. Также 5 боев, 5 побед. Базовый стиль также ММА. Он представляет Российскую Федерацию Дагестан. Город Хасавюрт в красном углу. Халид Сатуев. Рефери поединка Георгий Бегадзе, Москва. ну и сразу по лицу, вот не знаю почему, но удается определять борцов. И как только ты увидишь Халида даже на улице, несмотря на его уши, сразу понятно, что это представитель вольной борьбы. Что он занимался этим спортом. Свой... Ну, с Да, пониманием. есть вот это. Ой-ой-ой. Опроверь сейчас ваши слова, спортсмен. Немножко. Знаете, боксеры очень любят пафосно так говорить. Борца узнаешь по ушам, а боксера узнаешь, когда проснешься. Вот. Ну, а сейчас мы видим представителей смешанных единоборств в первую очередь, поэтому чего угодно можно ожидать. О, отлично. Еще одна. Кстати, обратите внимание, как интересно, он сработал фактически апперкот прямой. То есть сначала подсел, сработал левый апперкот и потом ударной руки. А вот и отличился уже киргизский Да, спортсмен. киргизский боец, и попытка тут же перевода. А мы помним, что киргизский спортсмен большой мастер удушающих приемов. Шею ему лучше не отдавать. Ну а тут уже Халид попытался сначала как раз таки в излюбленной манере своего соперника Аралбая действовать, но тут же киргизский боец освободил шею, и тут продолжается попытка перевода. И в общем-то, практически успешная. Да, успешная. Вопреки словам о вольной борьбе. Ну, вольная борьба и вольная борьба в ММА, то есть у да, стенки в данном случае, это две совершенно разные дисциплины. И стена вносит очень серьезные коррективы и в стойку. Какие тяжелые удары. И обратите внимание, все равно эти удары он наносит для того, чтобы заправить ноги. То есть это читалось, по крайней мере. Но при этом То есть выходит на удушающий. это были не такие обозначающие удары, да, чтобы Акцентированные, акцентированные, серьезные, очень заряженные, тяжелые. И акцентированные сейчас удары. на самом деле не просто приходится Халиду Сатуеву. В очень непростой ситуации он находится. Да, Мактебек делает то, что хорошо умеет. И развернулся Халид. Вышел он из этой ситуации. Левый такой размашистый удар от Мактебека. И
левый хорошие снова попадания. Ну, тут обоюдные удары были. Начинают так вот зарубаться спортсмены. Не успеваешь каждый из действий комментировать. Но, наверное, и нет в этом необходимости. Зрители и так все видят. Но я бы сказал, что хорошая работа бойцов – это отдых для комментатора. Нам не надо ничего доставать из воздуха. Вы все видите своими глазами. По-настоящему динамичный бой. Отлично себя показывают спортсмены сейчас. Обратите внимание, опять именно с помощью стены делает переводы. То есть здесь уже не получится какой-нибудь борьбе отбросить ноги. Надо уже делать все по-другому. Да, это удачно получается, когда ты в центре октагона. Да-да-да. Или лицом. А здесь очень надо коррективу, конечно, вводить свою технику. Так, показал сначала, что взял на ВИФ, но нет. Очень надежно работает киргизский спортсмен Мактыбек Аралбай. При том, что, может быть, не все у него получается, он очень хорошо нейтрализует действия противника. То есть он и не дает ничего делать. Вот что важно. Вот сейчас, кстати, вопреки нашим словам, с подхватом вышел чеченский спортсмен. И на выходе он справа. Сатуев, да, сработал. Пробил. Здорово, стоит друг друга спортсмены. Приятно смотреть столь равную и динамичную схватку. И справа, как посмотрите, снова Мактыбек отвечает. Жесткий правый, конечно. На правый тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте. Тяжелейший удар исполнения Аралбая. Вот почувствовал, что получается у него правый боковой. И особенно ни на что больше не разменивается. Ждет момента и выстреливает конкретный. Ну, раз заходит, так смысл что-то придумывать еще. А вот Халид Сатуев, он старается разнообразить. И пока, большой вопрос, кого получается лучше. Очень хороший раунд проводит киргизский боец. Да, многое у него получается. Тут внутренние лоу-кики. Ну и справа отвечает неплохо Халид тоже. Вот эта двойка мимо цели. Мне нравится, что он на автомате после двойки смещается в сторону. Закончился первый раунд. Очень насыщенный, яркий, динамичный раунд. Но, наверное, смею предположить, что чуть лучше, предпочтительнее был именно Мактыбек Аралбай. Вот здесь посмотреть, близок был. Даже казалось бы в этом эпизоде к завершению досрочному киргизский боец, но да, жесткие у него удары, это перестал чувствуется. наносить эти самые удары. Ну, понятно почему, потому что до этого практически все победы одержал удушающими приемами. И, в общем-то, зачем менять, если это работает? Не выглядит уставшим, кстати, киргизский спортсмен, он уже на ногах. В общем, примерно одинаковая работа секундантов была сейчас в перерыве. Единственное, что больше работали с руками, в том плане, что, возможно, они забились у Халида Сатуева и больше просто обмахивали полотенцем киргизского спортсмена. То есть, видимо, конкретные части тела у него не забились, чувствует он себя в этом плане хорошо. О, неплохо. Это да, корпус от Сатуева. Как спрятал вот эту уширу. О, хорошая двойка. И навстречу друг другу попали спортсмены. И
И хорошее попадание в исполнении Сатуева. Двойка, еще одна. Посмотрите, как нырнул. Это хорошо. Это повезло Сатуеву, что он не попал в голову. Что на трехточку в этом эпизоде находился соперник его. Жесткий лоу такой подрубающий. Вы знаете, честно, вот такое приятное ощущение, что хочется просто смотреть поединок. Он сам говорит за себя. Он сам говорит за себя, и просто его приятно наблюдать. И очень тяжелая двойка опять от Сатуева. Да, на прямых он поточнее, безусловно. То джеб, то двойка регулярно заходят. А вот жесткий акцентированный удар уже от киргизского спортсмена. В этом раунде он пока их в должной степени еще не применил. И попытка перевода от Мактыбека Аралбая. Да, практически у нас на комментаторской позиции спортсмены. Мы, собственно, вспоминая предыдущий горький опыт, достаточно далеко от клетки сейчас имеем монитор, поэтому на этот раз не собьют. Так, и есть перевод. Практически есть перевод. Предотвратил его подхватом. Вообще защита подхватом — это очень хороший вариант защиты. От проходов ноги, от работы с корпусом. Как-то поточнее, поуспешнее, что ли, в этом раунде выглядит чеченский спортсмен. И сейчас справа очень хорошо на выходе добавил Сатуев. Двойка, отлично. О, И с апперкота как зашел хорошо. Левый, правый. Попытка перевода. Очередная от Аралбая. Честно говоря, немножко удивлен и впечатлен тем, как здорово, видимо, отдохнул, настроился или как-то переосмыслил в промежутке Халид Сатуев, потому что, выводы точно были сделаны. Вот сейчас мы видим первую по-настоящему опасную в исполнении, кстати, обоих спортсменов. И попытка Кимуры. Да. Вот перевод со стороны киргизского спортсмена и попытка Кимуры. Честно, я очень давно не видел уже, чтобы Кимура у кого-то проходила. Но почему бы не сейчас? Сейчас она тоже не пройдет. Не прошла уже. Уже не прошла, да, вижу. На динамике получаются самые разные приемы. И посмотрите, как атакует Аралбай сверху. И тут апкики. И прям доходит до цели оба. Опасаться начинает их. Если не считать вот этой концовки, то раунд, пожалуй, все-таки за чеченским спортсменом. Если хочет его в свою пользу как-то завершить Мактыбек Аралбай, то вот сейчас прям самое время. И, кстати, 50 секунд для этого. Да, и возможность у него для этого есть. Очень непростой, интересный, зрелищный поединок. Загадка для меня, как судьи отсудят вот этот второй раунд. Но есть перевод, а развития пока мы не наблюдаем. Да, вот если бы был бы взрыв со стороны киргизского спортсмена и несколько жестких, четких попаданий, тогда было бы, я думаю, судьям еще сложнее. А здесь им просто сложно, и, к счастью, им с этим разбираться, а не нам. Боковой контроль все-таки заходит Аралбай. И наверняка бы что-то полезное для себя он из этого выжил, но нет, время. Если было бы время, да, возможно. Но сейчас, и посмотрите, Халид очень сильно устал, видно. Аралбай посвежее выглядит. Да, логично все-таки вот эта минута, последняя проведенная снизу, она сказывается. Сказывается, безусловно. Вот они, вот эти двойки, очень хорошие вообще прямые удары сейчас были у Халида.
А Мактыбек Аралбай боковыми не отличился, но отличился борцовскими действиями наконец под конец раунда. Наконец под конец раунда. Неплохая, да? Да, интересная игра слов. Да-да-да, пора давать заслуженного тавтолога. И опять кажется сейчас свежим. Раньше встает киргизский спортсмен, дышит, показывает, что у него все хорошо. Точнее, даже не показывает, а просто видно, что у него все хорошо. Но насколько это сейчас даст ему должное преимущество в этом раунде и проснется ли он в нужный момент, то есть мы видим, что первую половину второго раунда он все-таки больше, наверное, отдыхал. Включится ли он сразу или включится ли он позже, но именно в нужный момент? Вопрос. Ну, давайте посмотрим. Так, раунд под номером 3, решающий. Опять же, повторюсь, любо-дорого смотреть этот бой. Справа, посмотрите, как сейчас снова заряжает Сатоев и еще хай-кик добавлять. Ну, здорово держит удар Аралбай. Удар с разворота прошел так по Да ему что-то касательной. такое ощущение, как горох об стену. Как-то не принципиально. Ну, бьет, но попадает. Ну, крепкая голова у Очень парня. крепкий, Но очень. другой вопрос, что эти удары могут накапливаться. И нельзя, конечно, пренебрегать ими. Да. А сам как тоже неплохо попадает Аралбай. Все-таки, конечно, сильно разнообразней чеченский спортсмен, но это совершенно не гарантирует какого-то полного преимущества. Да, более однообразно работает Мактыбек Аралбай. Да ну и что, он все равно успешен очень во многих эпизодах. Ну, зачастую побеждает тот, кто делает одну вещь гораздо лучше. Да, ну как-то очень хорошо. Так, вот а вот он и здесь. шея. И, кстати, здесь вполне себе может быть Очень решающий плотный прием. захват в исполнении Халида. Нет, смотрите, на самом деле киргизский спортсмен сейчас поступил очень мудро. Да, он скрутил. Он вывел ногу мимо себя, тем самым не дав себя захватить. И это одна из самых, лучших, что ли, техник, тактик, не знаю, как угодно можно называть в этой позиции. Если тебя душит, голова у тебя находится под одной мышкой, да, надо срочно заходить в противоположную сторону. И здесь сейчас он совершенно четко это и реализовал. И вот смотрите, он сейчас вместо того, чтобы просто уйти из удушающего, уже находится за спиной, в маунте, за спиной в двух лучших положениях смешанных единоборств. Прихватил, смотрите, прихватил одну из рук и наносит акцентированные удары. Хаммерфисты. Халид поднимается. Отлично. Разворачивается. И тем самым срывая аплодисменты тех вполне заслуженно, да. зрителей, которые все-таки и вот который раз, как он здорово защищается подхватом. Обратите внимание. От работы в корпус, от прохода в ноги. Вот эти подхваты у него поставлены очень хорошо. Даже такие незавершенные, они все равно сбивают атаку противника. Будет ли сейчас перевод? Вот, мне кажется, здесь сейчас действительно от физических кондиций очень много зависит. И кажется, вроде бы, все-таки киргизский спортсмен немножко посвежее. Но вот, например, сейчас он из хорошей позиции, а вот он, может быть, пробует за спину зайти. Давайте смотреть. И на выходе попадает Сатоев снова. Лево прямой, право мимо цели. Слушайте, ну прет и прет вперед киргизский спортсмен. Вызывает огромное уважение. Посмотрите, как он хорошо дышит. И дышит, и удар держит. Ну а Халиду уже не хватает свежести. Хотя не сказать, что он тоже прям язык на плечи положил. Нет, работает. И ой-ой-ой, неудачно, да. Неудачно сейчас попадание в пах. Но от этого никто не застрахован, что поделать. Что сейчас подсказывают? Как обменялись мидл-кик на фронт-кик.
Кто-то подсказывает перевести, кто-то подсказывает, как нужно правильно уходить от тейкдаунов. Ну, то есть выбирай. Да, хасавюртовский диалект, он чуть-чуть отличается от нашего, и нужно бывает прислушиваться к ним иногда. Особенно, когда шумно. Послушал того, кто сказал переводить. Да, и сам заходит в маунт. Вообще логично для человека с родины Буайса, Сатива. И снова в маунте находится Халид. Какие локти плотнейшие. А дальше что? Ну, не удержать на выходе колено. Да, Мактебек Оралбай. Прекрасный спортсмен. 40 Невозможно его удержать. Посмотрите, как он сбит. Сильный, физически сильный. Мощный. И в плохое положение попал, а все равно вышел. Хороший мидл-кик. Удар с разворота. Вот мне кажется, что И сейчас сейчас концовку делает заберет. Халиду, конечно, нужно сейчас постараться, наверное, держать дистанцию, вот этими своими двойными, тройными комбинациями выстреливать. Тем более, что они заходят зачастую. 10 секунд, концовка. Кто включится? Может быть, эффект неожиданности. Решил использовать Сатуев. Попытка перевода. Ух ты, ничего себе. И перевод. Да. И перевод, однако. Завершается поединок очень непростой, очень упорный. Равного, в общем-то. Да, такие качели. Для меня совершенно загадка, как чью руку сейчас поднимут, не представляю. Но очень интересно. И вот в таких ситуациях ты радуешься, Прямо как когда в меме. Когда ты не судья. Да. Прямо как в меме. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот этот эпизод, конечно, можно и так трактовать. Непонятно, был ли это запрещенный удар, не был. То есть, ну, как тут зафиксировать? Ну, объясню. Суть в том, что сколько точек в этот момент было на канвасе. По-моему, сейчас по правилам не просто 3, а как-то сложнее. Ну, неважно. Третья точка должна акцентированно находиться на канвасе. Единогласным решением судей одержал победу боец из России Халид Сатуев. Вы посмотрите на реакцию секундантов, что говорит о сложности этого боя, и, возможно, где-то не до конца не были уверены в своей победе. Да, я думаю, это частично связано все-таки с тем, что активней был Халид Сатуев, но секундантов Мактебека Оралбая тоже можно понять. Действительно, у них были отличные просто эпизоды. И я сам долгое время думал, что он выигрывает. Потом я просто перестал считать. Ну и сейчас, да, принимаем вердикт таким, какой он есть. В любом случае, это очень интересный бой. Его стоит пересмотреть еще раз. Ну и даже несмотря на это, мы двигаемся дальше, дорогие друзья. Дорогие друзья, уважаемые господа, на очереди